пикают. Смотрите, ну как вам видончик? Как я решил стрим чанский устроить. Нормально, да? Красота. Вот Карадаг, понимаете, вот самая высокая там точка Карадага. Мы под ней проплывали, вообще, конечно, впечатляет. Вот сам поселок Коктебель. Вот тут тропинка, я, короче, сел на камушек. Всем привет, кто смотрит. Можно вон еще туда подняться выше. Вообще-то у меня желания нету. И так вон оттуда прибыл. Вон видите, да? Мыс Хамелеон торчит оттуда. И мне как-то хватило этих. Сейчас если тем более, смотрите, солнце на закате. Солнце на закате, поэтому я... Сила моих уже устала. Все, а если я туда подымусь, потом еще спускаться как-то надо. Тропы здесь какие-то непонятные. Куда идти, не знаю. Ну вот, туда-сюда. Я вообще вот по этой дороге пришел. Как качество-то напишите. Как качество отпишитесь, пожалуйста. Пока вот вечерний. Коктебель поснимать. Солнышко уже вон там за горами, смотрите. Вон там закатик. Вот церковь там. Видно, нет, с золотыми куполами. Какой-то новый дом стоит такой. Вот тут он выделяется. Желтый. Что-то оранжевый. Угу. Ну что, давайте подключайтесь. Что, я зря сюда залез, что ли? Лез на такую высоту. К чертям, блин. Вот по этой траве подымался. Тут, конечно, хорошо может быть на восходе еще. Вот там где-то восход может быть. Но смотрите, она высокая, блин. Это гора Верблюд. Она такая двухгорбая, как бы где-то голова там это еще. Ну, когда со стороны и ездишь. Мы сегодня, кстати, на парапланах парили. Вообще классно. Вообще классно на парапланах. Потом, что мы дошли до вот мыса Хамелеон, Тихую бухту посетили. Вот таким вот образом. Вот такой у нас сегодня день насыщенный. Ну, хорошо, что здесь все-таки вот поселочек небольшой, и все, в принципе, можно вот так вот шагая все преодолеть. Дышится хорошо здесь, воздух чистый, загрязнений никаких нет. Вот тут вот какие-то внизу, видите, да, строения. Это новые абсолютно дома тут строят. То есть поселок вот расширяется, увеличивается в размерах. Ну вот это явно какие-то барские хоромы. Это вот либо гостевые дома. Ну вот это вот точно гостевой дом. Ну тут, конечно, шлепать до набережной, честно говоря, ну хорошо. Тут вот по этой дороге, да, как бы тут наклон небольшой, а если ну да, то оттуда после пляжа идти немножко надо в горку. В пределах разумного, как бы. Вот видите, прямо на глазах темнеет уже. Что никто не подключается-то, а? Где люди? Ё-моё, с работы еще не пришли, что ли? Я тут залез. Вон куда, на холм. Сижу здесь. Людей нету совсем. Вон там колесо обозрения. Аквапарк у них. Ну, все, естественно, сейчас ни черта не работает. Ни черта. Так что я тут посижу, пока солнышко не зайдет. И все. И все. 4 минуты. 4 минуты сижу. Ветерок начинается, смотрите. Смотрите, ветерок. Хорошая, кстати, тренировочка. Так вот по этим тропам походить. Ну, в пределах разумного, конечно, надо. Для каждого свой темп, своя дистанция должна быть. Но сейчас гулять самое то. Сейчас жары нету. И
комфортно, очень комфортно. Просто замечательно. Вот октябрь, сентябрь. Главное, чтобы дождя не было. Вот видно Карадак, я вам показываю. Вот видите, да, самая высокая точка Карадага. Тишина, собаки только лают. Ну, это улица Ленина, по ней машины ездят. В общем-то, здесь больше машины нигде не ездят. Ну, так интенсивно. Только по этой трассе. Только по этой трассе. Ну да, красиво. Что, где люди-то? Где люди? Люди, ау! Вы где? Люди! Никого нету. Наверное, я слишком рано начал, но а как начать еще по-другому? Сейчас темнота будет, вообще ничего снимать не получится в темноту-то. Да мне надо еще колдыбасить до дома, но у меня есть, в принципе, пауэрбанк и фонарик к нему есть. Такая лампочка, которая на пауэрбанк подключается. Я, в принципе, не по барабану. Я могу ходить в темноте-то. Так что без проблем. Ой, замечательно. Да, тут много нового строится. Ну, как бы там возле море-то вся земля уже, она чьей-то собственности, видать, там чьи-то вот эти вот здания стоят. А вот здесь вот еще вот пустые места были. Вот практически до горы до этой дошли уже. А вон тут вот желтый дом. Он под этой скалой высокой. Что-то так выделяется он издалека. Его видно прямо замечательно. Я вон на мыс Хамелеон туда ходил сегодня. И вот просто он выделяется на фоне всего города. Вот один человек. Ну что, ставь лайк-то хоть. Что, зря я сюда перся. Сейчас вот закат вам. Тут, ну, закат сложно снять, конечно. Я тут на камушек присел. Тут гора Верблюд. Вот можно еще наверх туда подняться. Но что-то желания у меня нету тащиться. А абсолютно никакого. В принципе, отсюда вид тоже нормальный. В принципе, отсюда вид тоже нормальный. Оттуда там ветер может быть еще вдобавок еще. На верхотуре-то, да? Ну напишите что-нибудь. Напишите. Сколько сейчас времени-то? Сейчас посмотрим. Время 5:38. Ну а здесь, смотрите, вот 5:38 уже сумерки, да? Это еще 6 часов нету. То есть сейчас начнет вот такая темнота. И уже ничего мне не удастся поснимать. Освещение здесь туговато в поселке-то. Поэтому тут вообще вот эти дома. Во многих домах тут никого нету просто. Просто они пустые дома. И поэтому... Даже с окон света нету, представляете? Даже с окон света нету. Вот таким вот образом. Ну, начинают потихоньку огоньки загораться. Что, как вам пейзаж? Напишите, как качество связи. Хорошо видно, плохо. Тут, я не знаю, как на этой горе. На горе-то, в принципе, тут поселок. Должно быть, в принципе, качественно ничего. Нормальное. Кто-то на мотопеде едет. Без глушака, блин. Рычит прямо на всю округу.
Да, ну тут вот в Коктебеле неделя, наверное, это максимум, да, максимум. Что тут делать? Что делать? Но мы, сколько мы? 4 дня здесь пробудем. Еще пару деньков и все. И все, гудбай. Коктебель. Ну, тут прикольно, кстати. Вот в это время тихо. Ну так как бы уже не покупаешься. Купалка на любителя такая уже. И штормит немного. Но вчера вообще штиль был хороший. И море прохладное, уже не всякий полезет сюда. Не всякий полезет. Ну, сегодня шел туда, на Коктебель. Ой, на этот, господи, мыс Хамелеон. Ну, туда я не стал заходить, на него там знаки то, что осыпается. И как бы действительно опасно. Высокий он. Там наверху стоишь и кажется, что как оно тебе сейчас под тобой вся эта масса рухнет. И тоннами этого грунта засыпет и все, капец. Это прям тебе фиг найдут, блин. Вон машина едет. Это улица какая-то. Вот я по ней пришел сюда. Мне я набрал гора. Как она? Гора Верблюд. Вот там 2 горба типа, да. Голова где-то там. Набрал. И он, короче, мне вот такой маршрут. Вот типа до сюда доходишь, а потом прямо вот сюда вот пердолишь. А тут ни тропы, ничего нету. Ну тут какая-то тропа есть. Вот я вот по ней. Тут на камушек сел, выше не хочу лезть нафиг. Нафиг не выше лезть. Потом слазить надо, потом стемнеет, там ничего не видно. Еще грохнешься куда-нибудь. Не дай Боже. И все. А тут и ветер. Ветра нету. И вообще идеально. Поселок видно, в принципе. Вот таким вот образом. Вон солнышко уже туда зашло, уже вон там уже начинает темнеть, сумерки. У меня не супер камера, поэтому в темноте она снимать нифига не будет. Будет просто черное все, черное, только огоньки вот эти вот. Так мне еще надо будет спуститься сюда вниз. Ну, хотя здесь высота небольшая. Там, пока я до этого Хамелеона шел, там 3 оврага каких-то пришлось преодолеть. То есть это вниз, потом вверх, вниз и вверх. Так-то проще, конечно, на машине, да, но не у всех машина, потом полезно даже пройтись. Ну, туда где-то вот до Тихой бухты около часа. Обратно даже быстрее можно дойти. Ага. Туда идешь, как бы там смотришь, ага, красоты вот эти все. Поселок смотришь, останавливаешься часто. То есть как бы путь такой он более длинный. Обратно уже как бы уже все видел, уже быстрее идешь. Туда надо взять с собой, конечно, вот такую погодку, конечно, желательно термос, что-нибудь булочку какую-нибудь скушать. Термос с чайком горячим. Ну, сегодня хорошая погода, вообще замечательная. Завтра, дай бог, тут еще мы куда-нибудь сходили бы. Ну, вот Карадак, он заповедник, он закрыт. Так что, не знаю, куда нам сходить. Может, в Феодосию съездить, посвятить денек Феодосии. Посмотрим. Посмотрим. Будет день, будет и пища, да, как говорят. А вот оно, Черное море. Вам специально снимаю. Вот оно такое вот. Ну, здесь говорят, что возможно завтра дождь, но черт его знает. Потому что здесь погода, она такая в Крыму, непонятная. Возможно, что прогноз сбывается, возможно, что прогноз не сбывается. Но если большие тучи, там облака, конечно, идут, то тут, естественно, ну как бы этот циклон, он пойдет, это
100%, да, а такие вот какие-то небольшие. Они малопрогнозируемые. Тут еще горы, вот эти они как бы препятствиями для ветров вот являются, соответственно. Соответственно, вот эти облака не могут куда-то в другую сторону пойти. Так что здесь мало, так сказать, прогнозируемая погода. Вот. Ну вот уже вечерний поселок Коктебель. Вот слушайте, уже что-то прохладненько становится. Сидеть-то тут. Да, что-то никого нету. Чего-то никого нету. Видать, я рано начал. Ну что делаешь? Стрим-то сохранится. Потом я посмотрю, как качество хоть. Вон там Орджоникидзе поселок, видать, отсюда. Там огоньки, я вижу, уже начинают светиться. Тихую бухту заходил, там прикольно посмотреть. Там зона такая для отдыха специально организована. Такие огороженные там такие беседки, где можно вот посидеть, там возможно даже огонь разводить. Так-то там заказник или заповедная зона, короче, разжигать ни в коем случае нельзя ничего, ни спички, ни курить там, ни, дай бог, огонь разжечь. А там отведенная специальная такая зона у них. Туалеты, все там это сделано. То есть чисто, аккуратно. Ну, машинам туда не дают проезжать, поэтому там где-то машины останавливаются до Лисьей бухты чуть раньше. Там шлагбаум, туда уже только пешочком непосредственно, чтобы машины вот эти не гадили, естественно. Сделали хорошо. Мне понравилось. Все там беленькое такое, крашеное, свежее. Перила там, все такое, значит, культурно нормально сделали. Поэтому туда вот, если у вас машина, даже и так можно пешочком туда прийти по тропке. Ну, вот тут тропка простая совсем. Вот идете по пляжу и туда потом на гору поднимаетесь, и все. Вы там наверху, на верхотуре. Но на мыске Миллион, конечно, не рекомендуется ходить. Там обвалы, там такие склоны крутые, что не дай Боже, туда что-нибудь обвалится. Тем более там ветрюган такой. Вас вообще может снести что-нибудь, внести кепку, еще что-нибудь. Запросто. Вот таким вот образом. Ну, в Тихой бухте там ракушки всякие. Прикольно. Там песочек у них. Угу. И камушки немножко камушек. Так что там тоже прикольно отдохнуть. Вот таким вот образом. Так, что-то никто не хочет смотреть, да? Вечерний стрим про Черное море, да? А я вот сюда залез. Ой, так немножко посидеть в кустах. Я тут забрался. Трава вот, тропка. А я так вот поднялся вот по этим, просто по этой траве. Надеюсь, тут никакой этой клещей нету и другой пакости. Сегодня к нам клуб Вонючка залетел в номер. Ночью балконная дверь плохо была закрыта, и он хорошо на него никто не наступил. Он, короче, лежал, бедолага, я его заметил. Такой большой, блин. Что-то не долежал, он подох. Или заснул. Ну, короче, его выкинули. Давить, говорит, его лучше не давить, а то от него запах такой неприятный. Так что закрывайте окна здесь, а то залетает всякая бяка на свет и
потом начинает в комнате она... Ой, немножко встать, размять ноги, то что-то затекли. Оба-на! Вот так вот. Вон еще можно туда наверх залезть, но я не полезу. Сейчас уже темнота. Тут я насобирал вот ракушек вот таких вот. Вот видно, да? Вот таких вот ракушек прикольных. Там в Тихой бухте можно. Там люди ходят, тоже собирают эти ракушки. Ну, не знаю, взял, насобирал. Может, аквариум кому-то понадобится. Может, так, для декора какого-нибудь пригодится. Хотя их вот эти, раньше я помню, там продавали эти ракушки-то куча. Их была всяких. Покупай, не хочу. Ну что, вот вам вечерний коктебель. Специально для вас снимаю. Специально. Уже закат здесь. Сколько времени-то? 5 часов 55 минут. 50 минут. Еще 10 минут до 6 часов. Так что все тут начинает темнеть. Так, кто-то мне что-то написал. Ирина Высоких. Добрый вечер. Привет. Привет. Вот специально для вас снимаю вечерний коктебель. Сейчас тут вот 6 час уже, без 10:06. Тут уже закат. Солнце вон туда вот зашло. За Карадак, куда-то туда. Вон, видите, да, небольшие, только зарево такое есть как бы. И вот уже поселочек начинает светиться. Я тут на камушек вот этот присел. Вот на камушек. На камушек присел. И вот сижу. Тут сейчас немножко встал. Размять ноги, а то сидеть, честно говоря, затекают. Хорошая погода, кстати, сегодня. Для ходьбы вот самое то, самое замечательное. Поселочек сверху посмотрим, как он начинает светиться. Напишите, пожалуйста, как качество связи, а то у меня телефон один, я не могу оценить, как здесь на горе вообще качество. Надеюсь, более-менее. В принципе, вон там где-то вышки, вон они, вон вышки, поэтому если там сотовые какие-то антенны стоят, то в принципе здесь должно быть качество более-менее. Я так думаю. Хотя может все что угодно быть. Короче, я вот в эту тихую бухту туда ходил, за мыс Хамелеон. Там вообще нифига связи, волны нету. Вообще. Картинка не очень, звук хороший. Да? Ну что, 720p есть, да? Там. Тут, конечно, во время стрима она супер картинка не будет, лишь бы только кубиков не было, вот таких вот больших кубиков во время трансляции. Или тогда, если плохое качество, мне может куда-то перебраться. Хотя куда тут перебраться? Вот туда можно еще немножко ниже можно перебраться. Или немножко вот в эту сторону. Ну что, как вам? Облака вот сегодня какие красивые. Сегодня летали на параплане. Вообще классно. Ну, момент отрыва. Вот страшновато, конечно, да? Как будто бы куда-то там. Да нет, все уже. Тут еще пару деньков и все. Мы уже отсюда уезжаем. Ну, тут особо в Коктебеле-то долго делать нечего. Тут тем более вот в это время тут все закрыто у них. Ну, в основном. Ну, хотя сегодня я по набережной проходил, там 2 бара было открыто, ресторан или как они, ну, там можно вот эти мидии заказать, какие-то рыбные морепродукты, потом киоски какие-то открыты, где что-то продают сувенирную продукцию. Ну, люди, туристы есть, но их не как летом, естественно, да, ограничено, поэтому в основном гостевые дома все закрыты. А вот их, я так понял, что тут в основном они гостевые дома и есть.
В основном, вот мы сейчас вот здесь вот, я забрался, вот тут вот точка, вот гостевой дом, да, строится, да, большой какой-то. Вот там гостевой. Ну вот здесь, смотрите, вот это все новые дома, вот они все строятся. Вот тут целая зона их под этим горой. Верблюд, ну он напоминает себя гору верблюд, можно еще он туда выше подняться. Но у меня желания абсолютно нету туда ползти наверх. Но можно отсюда задол вот на Карадаг полюбоваться. Вот это, кстати, вершина самая высокая в Карадаге. Торчит вот такая вот шпиль. Ну вот он сам. Потухший вулкан. Вот отсюда, кстати, видно. Вот там вот профиль Волошина вроде бы, да? Ну, напоминает чем-то он. Такая здесь тишина и покой. Вон там я вижу уже этот Орджоникидзе поселок засветился. Так, Ирина Высоких. У нас уже холодать начнет. Сегодня +2. Днем было. Для Якутска это очень тепло для этого времени. Да вы что, +2? Да. Ну здесь погода где-то так вот +16, наверное, вот так вот. Комфортно. Угу. Ну, тут я сегодня вот ездил с товарищами, которые на параплане катали, они говорят, что теплеет климат даже здесь, ага, заметно. Ага. То есть раньше было в это время снег даже, говорят, падал, ага, а сейчас уже такого нету здесь. Поэтому потепление, оно везде наблюдается. Видать, по всему земному шарику-то люди-то не берегут природу, поэтому вот потепление оно и идет. Озоновые выхлопы, всякая разная экология, парниковый эффект, соответственно, нагревается земелька и, соответственно, теплеет. С каждым десятком лет температурка-то все поднимается, все выше и выше. Поэтому надо, ну, я не знаю, как выходить из этой ситуации. Сейчас не до этих проблем, не до экологии, конечно, да. Сейчас другие проблемы глобальные, более такие. Поэтому, ну, преодолеем эти проблемы. Впереди другие проблемы. Не было проблем, потом коронавирус пошел, потом еще что-то пошло. Короче, вот так вот. Ну вот смотрите, все больше и больше огоньков в Коктебеле начинается светиться. Ну, отсюда хорошая точка, кстати, для стрима. Замечательная. Вот так вот не сильно вожу, да? Вот тут много зданий строится, новых. Ну, я так понимаю, это все гостевые дома. Такие вот трехэтажные, с балконами. Ну, отсюда, честно говоря, идти-то до берега где-то минут, ну, вниз, если быстрее, минут 15-20, да? А обратно, наверное, чуть подольше будет, потому что тут немножечко как бы горочка, ага. И тут собаки живут. Я вот не знаю, как я обратно буду идти, ни на меня не наскочат. Так, вот у меня вся семья этой болеет модной болячкой. Угу. Ну, да. Так, а тут тихо, так хорошо, слушайте. Ветра нету. Тишина. Как тут хорошо-то. Видать, вот здесь, там вот стена эта закрывает ветер, и тут тихо. Я думаю, если туда на самую верхотуру заберешься этой горы, она так кажется, то когда вот где-то со стороны едешь, она кажется вроде небольшая, издалека, да? А на самом деле, она, ё-моё, она здоровая. Он туда еще тащится на этот пик. Блин.
Не захочешь. Холмики-то такие высокие, блин, на самом деле. Ну, можно посмотреть там, набрать, какая высота. Эти горы Верблюд покажет. Но они не маленькие. Издалека кажутся малипуськи какие-то. А так они тоже залазить надо, здоровье. Тренировку немножко иметь. Вон все больше огней. Так, вот Карадак. Вот на него я наведу. Посмотрим его. Да, сегодня будний день. Люди еще не пришли, поэтому мало совсем людей на стриме. Что сделаешь? Зато видеозапись останется. Как я сюда слазил. Как я тут посидел. Кому надо, посмотрит на красоты. Вот закат в Коктебеле. На фоне Коктебель, на фоне моря. Пожалуйста. Вот. Тут, по-моему, улица Македонская, мне сказал. Вот таким вот образом. Так, 31 минута. Ну что, может быть, я тогда уже Стремчанский-то закончу. Ладно уж, надо уже топать, а то тут собаки повыскакивают, меня покусают, потом еще ничего не видно будет под ногами. Споткнусь, упаду куда-нибудь. Да, ладненько. Все, вот такой вот закат в Коктебеле. Закатывает солнце вон туда вон. Вон за Карадак куда-то. Сейчас уже все темнеет он за те вышки. И постепенно поселок погружается в темноту. Темнота. И только вот огни такие вот. А что, давайте я пока светло, я вот так вот пойду. Сейчас рюкзак только одену. Ой, господи. Сидел, засиделся. Что такое? Что-то мне волна сообщения, видать. Трафик весь вышел. Видать, трафик весь вышел. Ладно. Наверное, мне кончать надо все стрим. Пополнять балансик. Так что, ладно, все. Всем пока. До новых встреч. Вот такой вам вид на Коктебель. На Карадак. Вечерний закат. Коктебеле. Черное море. Красота. Так что все приезжайте сюда. Ну, недельки здесь хватит отдохнуть вполне. Желательно летом приезжайте, потому что сейчас тут большинство всего аквапарк не работает, дельфинарий не работает, поэтому желательно летом. Ну, начиная с июня месяца, где-то со второй половины здесь уже все. И где-то по середину сентября. Вот так вот. Здесь нормально будет. Ладно, все, всем пока, до новых встреч.